Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 14 ноября 2023 года, 20 часов 1 минута. Уже 1 минута. По Берлину и 21 час 1 минута по городу Джохару, друзья. Я вас всех сердечно приветствую. Стрим у нас идет в YouTube и сейчас пойдет в TikTok. В YouTube на канале Реалити и в ТикТок на канале Аслан Арцуев. Друзья, как обычно, сообщение от Генерального штаба Збройных сил Украины. За прошедшие сутки на 14 ноября 2023 года уничтожено 920 оккупантов. Итого их цифра достигла 313, приблизительная цифра 313 470 оккупантов. 8 танков уничтожено за прошедшие сутки. 7 боевых бронированных машин, 20 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 15 БПЛА, 24 автомобильной техники и 2 спецтехники. Слава ЗСУ, слава Украине, друзья. А теперь витаю, шалом. Не могу прочитать твой ник. Ну, понимаю, что израильтянин. Так, Мавидин, Горский еврей, Эдам, Светлана, Алан, Шамиль, Амзат, Рамин, Алейкум, Рамин Мазанов. Я надеюсь, тебя Всевышний уничтожит. Ты, наверное, расстроился из-за того, что я только что рассказал, что уничтожено более 300 тысяч русских оккупантов, Рамин. Знаешь, Рамин, мне знаешь, что самое всегда казалось презренным? Не то, что русские имперцы, да, по сути своей, они какую-то выгоду из этого, по крайней мере, хотя бы моральную выгоду, как они считают, в соответствии с их воспитанием. А вот такие, как ты, Рамин, они меня всегда вызывали жалость. Больше ничтожного человека, который чурка и еще он топит за фашню, представить себе очень сложно. Так что как-то так. Но всех я вас еще раз, Александр, приветствую, друзья. Так, почти все зрители ТикТока на канале. Зрители ТикТока на канале. И что, Ванда, и что? Ты за Израиль? Я за справедливость. А ты уже ник сменил, я смотрю, да? У тебя уже забанены. Так, Горский еврей. Ну что, витаю тебя, дорогой. Так, друзья, пишите ваши комментарии, ставьте лайки, распространяйте ссылку на наш стрим. Пусть больше людей узнают правду. Так, в Украине, как мы видим, русские несут каждый день 1000 или около того. Ну, по батальону, больше батальона теряет каждый божий день фашистская Россия. Ну вот ты говоришь, ты только зашел сюда, что ты первый раз сюда зашел. Но почему-то вопрос у тебя, как, вот, как у фабрики троллей, один и тот же. Поэтому возник такой вопрос. И какой-то у тебя непонятный, нечитаемый ник. Обычно такое делают, когда наспех быстренько делают. Поэтому я предположил, что ты уже из забаненных. Мужчина, вы раскидываете по фактам. Вынужденно, вынужденно. Угинал, ну расскажи, что ты видел в одной группе, в другой группе. Что ты видел? Расскажи мне. Просто людям мало интересна политика. Да, конечно, если вы обратили внимание, в ТикТок есть такие люди, которые, ну, дурачатся. Им дарят подарки, они там что-то отгоняют эти разные там сердечки, там розочки, там еще что-то и так далее. И там бывает очень много людей, там 2000 человек сидят, смотрят.
Поэтому это очень забавно, конечно. Но если учитывать то, что, например, наш канал не просто политика, мы обсуждаем политику, права человека, но и то, что нас целая система пропаганды, с которой мир еле-еле справляется, направлена в том числе против меня, то ничего удивительного. Но я вам могу сказать одно, что несмотря на то, что они списывают просмотры, убирают подписчиков, запрещают на своей фашистской территории наш канал, YouTube, пока в TikTok еще нет, пишут постоянно жалобы, много-много у них методов, которые они могут применять. При всем при этом, все, что необходимо знать чеченскому народу, людям, не чеченцам тоже, нам удается донести. Поэтому никаких проблем нет. Да и вы даже не представляете, какой стресс, пресс, точнее, они применяют для того, чтобы нас заткнуть, замолчать, дискредитировать и так далее. Вот видите, молодой человек зашел, говорит, что-то видел. Хазум цади царцар. Хазам цади царцар. Говорит, ничего хорошего про тебя не говорили. В каких-то там группах они вырезают куски, там раскидывают и так далее, и так далее. Очень много просто этой работы ведется. Вы не представляете, как очень много ведется. Ну вот, расскажи мне, Буел, фото и так далее. Так что ж ты видел, что это не самое хорошее ты увидел? Что ты зашел без салама, без привета, без шалома, зашел, сразу начал задавать мне вопрос. Что ж ты там такое увидел? Да, видел, Ванда, видел. Но это одни и те же люди. Это одни и те же. Вот про кого вы сейчас пишете. Это человек, я вам немножко историю расскажу. В 2013 году у Рамзана Кадырова произошла встреча, на которой присутствовал Магомед, в том числе Магомед Даудов. Там было сборище блогеров, созвались с России разных блогеров и так далее. Там присутствовали такие люди, как начальник в ГУП «Электросвязь» Игорь Шмаков, который являлся начальником, у которого являлся заместителем Тумсу Абдурахмана, он являлся начальником. И там же присутствовал человек с Польши. И они обсуждали вот создание вот этого блогерского движения. После того, как эта встреча в 2013 году произошла, они были отправлены, вот эти товарищи, кого они определили, кто будет блогером, на 1,5 года обучения. Представьте, 1,5 года обучать вас, вот, разговаривать перед камерой. Я думаю, многому можно научить за 1,5 года человека. И после этого Тумсу Абдурахманов был отправлен. И я когда понял, разобрался в этой ситуации, кто такой этот Абдурахманов, я подумал, кто же появится в Польше такой? И опа, появился человек, которого вы меня сейчас тут называете. Поэтому все, что вы сейчас видите, это очередная раскрутка вот этого персонажа. Это люди, которые, мне многие не верят, когда я привожу факты, потом сами убеждаются, потом мне звонят, пишут, говорят, да, ты был прав, это оказалось так и есть. Я просто очень много трачу на это время, вернее, все время, и поэтому немножко в курсе вот их разных там трюков и так далее. Да и интересно мне это все разбирать, смотреть, там, выявлять и так далее, и так далее. И когда Абдурахманов был отправлен в Грузии он поехал, встретился в Абхазии с каким-то генералом российским. Грузия попросила его покинуть территорию. И после этого он приехал в Польшу. И в Польше, когда он подал документы, один раз ему отказали, второй раз ему отказали. Поляки, парни и дамы не глупые, они очень серьезно относятся к угрозе со стороны фашистской России.
когда второй раз у него должен был состояться суд, вот тот самый Магомед Даудов, который курирует вот этих всех блогеров там и так далее, вышел на связь Абдурахману и объявил ему кровную месть. Человек, который, на руках которого сотни и тысячи чеченских жизней, который никогда не говорил, что он объявляет никому кровную месть, тут какому-то человеку, который блогер, объявил кровную месть. Таким образом, они поговорили по телефону, пообщались там и так далее. Таким образом, Даудов или ФСБ или ГРУ пытались... Я знаю одно, что ни один нормальный человек работать на фашистскую Россию после того, что она сделала с нами, не будет никогда просто. Поэтому папа русский у него или армянин абсолютно не имеет значения. Имеет значение то, что прослеживается связь того, что Магомед Даудов, он же Тимур Даудов, снова раскручивает, его люди раскручивают, ФСБ, ГРУ раскручивает вот этого товарища для того, чтобы вот привлечь внимание к этой персоне и таким образом вот максимально рассказать о них. Вот такая вот интересная такая вещь получается. Так. Есть доказательства. Маулер, какие тебе доказательства? Конкретно, что ты имеешь в виду под доказательствами? В том, что присутствовал на этой встрече польский товарищ, или то, что несмотря на то, что и уже многие разоблачили Абдурахманова, они продолжают вместе Белакиев, Абдурахманов, там Янгулбаева, и вот эта вся мафия продолжает вещать античеченскую, вести деятельность там. Какое тебе доказательство нужно? Просто интересно знать, что бы ты хотел услышать. Во что бы ты поверил бы? Скажи мне. Так. Его отец армянин. Я не знаю, армянин или нет. Просто ходят такие слухи, да. Если Тузику отказали, тогда почему Белакию дали в Польше? Ну, во-первых, я не знаю, почему ему дали, во-первых. Во-вторых, вероятно, я могу предположить, дали, потому что не был засвечен. А Абдурахманов засветился, когда в Грузии встречался, ездил с Грузии и встречался там с каким-то военным в Абхазии. Таким образом, засветился. Вот как-то так. Так, здесь к нам снова зашли эти троллики, да. Сейчас я этого нейтрализую. И мы вернемся к нашему стриму.
Так, сколько же вас? Нескончаемый поток, да? Сейчас, сейчас. Все получите сполна, да. Вот, я как раз тебя искал. Давай. Так, да. Что там современные технологии не помогают? Долго ты. Много вас просто, понимаешь? Фабрика троллей, она такая, да. Фабрика троллей. Витаю, витаю, Георгий. Всех я вас витаю. Рамин Маназов. Идешь ты вслед за русским кораблем. Боже, благослови Америку. Валейк салам, аслан, машу, алейли салам, машу. Кельчу мелвейнек. Всех, я, друзья, всех, кто вновь вошел, приветствую. Валейкум ассалам. Я знаю свой ответ, потому что мой сын хотя бы не втянут против нас. Родители родня у нас не чекист. Но вот бороться с тьмой нереально, пока мы ждем. Маш Вовель, свобода или смерть, Маш Вовель. Алейкум салам, всех, друзья. А сам Халитов тоже такая легенда была в Грузии, как у Тумсо. Конечно, конечно. Это вот, знаете, вот то, что вот я делаю, вот то, что я включился в эту работу, это такой ошибка программы. Там все было спланировано, забили вот просто информационное поле своими вот этими блогерами, которые нас представляли какими-то антисемитами, исламистами, каратистами, строителями шариата, чего угодно. И, конечно же, борцы с Кадыровым. Вот только вот этим они занимались. И Белокиев из этой же категории. Поэтому просто посмотрите, запрещены ли их каналы на территории фашистской России, YouTube каналы, которые несколько раз больше имеют подписчиков, чем у нас. Запрещены ли они? При этом они там шариат строят, ну как Россия вроде бы так боролась там с исламистами, там, с каратистами и так далее. Ну, обратите на это внимание. И вещи, которые их выдают, абсолютно спокойно можно при желании просто, если вы будете интересоваться этим, не просто верить словам, которые говорят, а посмотрите на другие какие-нибудь там факты и моменты, и вы быстренько поймете, кто они и что они, да. Как вы относитесь к неподдерживающим войну русским или в целом во всем негативное отношение? Нет, к русским я отношусь так же, как я отношусь ко всем, если они не являются имперцами, и мою страну они не считают своей землей. А тех преступников, которые совершили геноцид, военные преступления, преступления против человечности и акт агрессии против моей страны, если эти люди признают право нашей страны жить, быть независимо от кого-либо, и вот этих преступников, если они считают преступниками, у меня вообще никаких проблем нет с этими людьми. Так, ты, конечно же, сделал очень много, да, чтобы забанили тебя, да. Ассаламу алейкум, Бешнавый. Ва алейкум ассалам, Бусалчнавый. Ва алейкум салам, Сора.
Так, сколько вас? Сколько вас? И русские здесь. Ой, молодцы какие. Это, а сам правда, что у всех чеченцев Франции отберут бумаги? А, у всех не отберут, но огромное количество людей будет лишено документов и будут депортированы. Так. Ахмад Силас к нам зашел. Для тебя Басаев кто? Видел ли ты его при жизни? Нет, я не видел, к сожалению. Мне, знаете, мне кажется, я его видел. Я точно не уверен, конечно, но мне кажется, я его видел. Это было ночью, и это потом я узнал, что это были басаевцы, и по всей видимости это был Басаев. Ну, я могу ошибаться. Поэтому, а так отношусь, конечно, как к легендарной личности, герою чеченского народа, конечно же. Так. Так, чуть не забыл напомнить нашим врагам. Слава Украине, Господи, благослови Америку, да будет навеки вечная Ичкерия, Израиль сила, Польша мощь. Адам. Адам, да, правильно делал. Польша обязательно диз. Да, Саверасан. Каналы шариатчиков не запрещены в России. Да, не запрещают шариатчиков. Шариатчики, шариатчики, конечно, в тренде в России. И это самое главное, никого не смущает. Амзат, Машволь, Шавига, демократ. И это никого не смущает почему-то. Почему вас не запрещают? Почему вас не преследуют? Почему вот никто об этом не говорит? Никто. Так, эти меняют быстро ники, заходят. Спасибо, антинегатив. Спасибо. Эти меняют ники, я баню, они быстренько делают новый ник и заходят. И самое главное, в тренде появилось, смотрите, когда мы просили всех поднимать ичкерийские флаги, выходить на митинги, защищать права чеченцев, не было этих людей. И вот какое-то странное подозрение возникает у меня вот по поводу всего, что вот сейчас появляются вот ичкерийские и палестинские флаги вместе. Вот к чему бы это, вот непонятно дело. Но очень есть хорошая новость в этом деле. Дело в том, что на флаге у нас пятиконечные 9 звезд. А они выходят с флагами девятиконечными, 9 звездами на гербе, вот где волк. Это симулятор, это имитация, косят под Ичкерию, поэтому хорошо, что это не наша тема. Да. Боже, храни Украину, Россия. Слава Украине, героям слава. Ичкерия будет освобождена от кефира. И меня тоже спасибо за инфу, ахи. Слава Украине. Я тебя вообще не понял. Ты говоришь, Ичкерия будет освобождена от кефира. Потом ты говоришь, спасибо за информацию, ахи. Потом ты говоришь, слава Украине. Ты не забыл, что в Украине живут христиане? Ну, неважно, кафир или кефир, Путин их кефирами называл.
Ты мне объясни, если ты говоришь слава Украине, и Ичкерия будет освобождена от кефиров, это как получается? Я не могу понять. Ты знаешь, что, по-моему, кефир это значит не единобожник, по-моему, или неверующий, не знаю точно. Аддонов. Не, антинегатив. Не совсем верно. Не аддонов. Дон это только прилагательное к фашистской российской оккупационной армии. И вот то, что вот эти блогеры, которые я вам сейчас обсуждали мы, они как раз и занимаются освобождением аддонов. А дело в том, что освобождение аддонов это получается улучшение содержания под стражей заключенного, но не освобождение этого заключенного. Понимаете? А наша проблема это имперская фашистская Россия. И Лубянка, Кремль, КГБ, СССР, ФСБ. Вот наша проблема. А это все есть марионетки. Кадыров, Даудов там и все вот эти остальные. Они есть марионетки этих спецслужб. Не будет российских спецслужб, не будет этих людей. Потому что их никто финансировать не будет, их никто не будет поддерживать. И мы быстренько с ними расправимся. А вот как раз вот эти блогеры, которых ты говоришь, в том числе и вот такой деятель, политический деятель Ахмед Закаев, они борются с Кадыровым. Понимаешь? Они хотят остаться в составе России, но изменить, улучшить положение чеченцев в составе России. Вот они к чему стремятся. Они хотят отрубить всем головы, построить там шариат, мечети уже Кадыров, вернее ФСБ. Никакой Кадыров там мечети не строил. 1400 мечетей, они говорят, построили на маленькую Чечению. И они говорят, что вот мы там строим исламское государство. Только это исламское государство, как вот этот сектор Газа, вот эти Хамас, Хизбалла, будут финансироваться там, ну, в данном случае они планируют, чтобы финансировалась Россия и управляла ими Россия. Такой инструмент террора, вот к чему они стремятся. Поэтому мы боремся за деоккупацию нашей страны. Понимаете, мы хотим, чтобы фашистская Россия ушла с нашей территории, вывод войск с нашей территории. А не заменить Кадырова там, на какого-нибудь там Кутаева, например, да, или Даудова. Это вообще не интересно. Да? Я о блоге раз не говорил, я говорил, что от этих предателей. Да, вы о Доне сказали, о Доне, Дон вы написали. Да, я тебя понял, все, никаких вопросов, дружище. Я имею в виду, что не только дело в предателях. Вы же, например, если например, вы представляете Украину, вы же не хотите освободить Донецк, Луганск от Пушилиных и ему подобных коллаборантов. Правильно? Было бы неправильно освободить Донецк, Луганск от Пушилина и коллаборантов украинских, но оставить российскую армию там. Правильно? Это нелогично. Это неверно. Вот как раз вот эти блогеры, о которых мы тут обсуждали, они все время обсуждают о том, что как сменить Кадырова, как заменить Кадырова. И самое интересное, что и на Западе в этом смысле они находят сторонников. Потому что на Западу хочется как-то малой кровью всегда все это сделать. Хотя это большей кровью вышло нам, например. Может, Западу это как-то по-другому вышло. Нам это вышло очень большой кровью. Колоссальнейшей кровью. 30% просто. Спасибо за подарки. И так далее. Поэтому вот такая ситуация. Но я вам хочу рассказать следующее. Я в прошлый раз вам рассказывал немножко. И сегодня еще расскажу. Как известно, 10 ноября 2023 года в Варшаве состоялось мероприятие против Российской империи, где приняли участие поляки, соответственно, Армения, Беларусь, Грузия, крымские татары были, украинцы были, соответственно, и так далее, и так далее. И, конечно же, там присутствовали представители нашей страны, легитимные, законно избранные, настоящие представители чеченской власти в лице президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, Аяда Идигова и других людей. И потом на следующий день,
в Варшаве это было 10-го, потом 11-го или 12-го был День независимости в Польше, где также присутствовали наши представители президиума. Их очень хорошо и тепло приняли, очень хорошо к ним отнеслись. Затем они были приглашены в Европарламент. И это не такая имитация деятельности, которую тут некоторые ведут. Там в коридорах где-то сфоткаются, еще что-то сделают. А, а настоящее было. Обсуждались очень важные вопросы, очень важные. И самое интересное и главное для меня, например, это то, что в Интерпол занесены незаконно как граждане Чеченской Республики Ичкерия, так и Грузии, Украины, соответственно, Молдовы. Вот эти люди, которых преследуют по политическим мотивам власти фашистской России. Получилось очень все хорошо, я только получил предварительную информацию, скоро будет видео, скоро будет там и будет общение будет с разными людьми. И будет видео и будет интервью. И мы все узнаем. Короче, все отлично, друзья, все отлично. Лед тронулся, господа присяжные, да. Так, США, США говоришь? Так, ты смотри, за это бан. Где ты у нас тут? США обижать нельзя, понял? Так, эти и есть бесполезные исламисты, боя под видом теперь политики. Совершенно верно. Они то исламисты, то демократы, их не поймешь, кто они. У них такая, как принято говорить, виляющая акида. Акида это твой там принцип, выбранный религиозный путь. Вот он у них виляющий. Если им нужно, они становятся демократами, если нужно, становятся коммунистами, кем угодно. Пожалуйста, да. Так, став, вітаю. Так, і живе Беларусь. Живе Беларусь. Вітайте, бавовнятка. Шарячки громко сказано, лишь на словах они шариатчики. Ну, только и всего, какие они? Они своей религии не знают. Сегодня видел видео, где Джагарда говорит, что Израиль осудил нападение России на Ичкерию. В это же время палестинцы целовали в лоб Ельцина. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Но справедливости ради нужно признать, что и потом уже, после 12 тысяч маджахедов, которые должны были взять по муцураевской песне Иерусалим, и многого чего, Израиль тоже себя вел так же, как вел остальной себя мир. И даже Рамзану Кадырову мечеть построить позволили. Мечеть Рамзану Кадырову построить позволили. Христиане, иудеи, люди Писания по Корану, разве нет? Конечно. А ладно, знаешь, здесь дело не в том, что там, здесь религия это всего лишь инструмент. Мы это должны все понять. Нам объясняют, каждый там поп или каждый мулла объясняет свою пользу вот эти вещи. Захотел он так сказал, захотел так сказал. Вот главное, чтобы повелитель был доволен. Вот и все. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Гамед.
Соборди еврейшин ты учу. Ман, 100 раз ман, нисуан ты учу. Причем здесь евреи или арабы? Это 12 тысяч армия полностью чеченцев должна была состоять. Ну, вероятно, да. Вероятно, да. Это, наверное, был вчерашний Абдусалян. Да, знаю, что скажешь, тут религия разрешает им, если сильно захотеть. Да, если сильно захотеть, они могут. Надеюсь, и наша Литва станет по-настоящему поддерживать Ичкерию, настоящих людей, Джохара, президиум. Спасибо, Дариус. Обязательно, я на это надеюсь. Это сейчас все уже произойдет. Я это уже ожидаю. Прорыв будет вот-вот. Я думаю, в ближайшие месяцы будет и признание, и в том числе Украиной, на которую так много внимания было. Вот первые эти месяцы, вот 1,5 года, 2 года, пока начали безбожно. Здесь на Западе, когда вы врете, когда вы воруете деньги, коррупционер, здесь просто не просто вас, вот, например, советские люди, мы все, да, вышедшие из Советского Союза, с этого менталитета люди, мы считаем, что украсть это обязанность просто. Идти на работу чиновникам это просто для того, чтобы воровать, обворовывать, придумывать схемы, да, увода денег, чтобы тебя не поймали. А если поймали, быстренько отстегнул ментам, прокуратуре, там, еще кому-то. И дальше занимаешься своей вот этой деятельностью. Здесь же считается это позором просто. Вообще ты считаешься токсичным. Ты становишься таким, я не знаю, там, шнырем становишься, которому руки никто не подает. Понимаете? До того это считается здесь некрасиво. И вот когда вот этот весь фокус внимания был на Украину, большому сожалению, не признала Украина, не пригласила наш президиум и так далее. Наоборот, начала симулякры создавать, что российские батальоны, что все остальное. Ай, жаль, конечно, очень жаль, что теряем драгоценное время, теряем очень много людей, что время опять это будет происходить, потерю людей, к большому сожалению. И хотя в прошлом году Верховная Рада все-таки признала нашу территорию оккупированной и геноцид чеченского народа, именно как это было прописано в заявлениях, в обращениях Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. И вот случилось то, что случилось. Сейчас же потихонечку все идет в нужном направлении. Президиум работает уже не покладая рук. Поэтому все отлично, друзья. Каждый день будут только хорошие новости. Да, Алмула. Да, Алмула. И мы ждем, пока Литва, Дариус, очень ждем, пока Литва признает нас. Нам это очень нужно. Нужно, чтобы Украина признала, Литва признала. Все остальные. Нам нужно посольство. Нам, знаете, если дело в том, что для чего нам нужно признание нашего президиума? Дело в том, что чеченцы многие не верят, почти все не верят, вообще никому не верят. Я уже много раз это говорил, нас оставили один на один с людоедом, все такое. И чеченцы не верят никому просто, никому. Ну и вот этим красивым словам, которые там говорят, им верят разные блогеры. А то, что ситуация, нам кто-то поможет в этой ситуации, вот в это мало кто верит. Очень мало. И вот, большому счастью, сдвиг есть. И как только произойдет признание президиума правительства, будет большой подъем. Большой подъем будет. Когда будет открыто посольство, когда будет открыто представительство, посольство в разных странах. Вот тогда чеченцы поймут, что вот нас признают, там нам помогают, нам, конечно, нужны финансы. У России арестованы много денег
Россия нам должна около триллиона долларов. Из них, если нашему президиуму выделили бы хотя бы 100 миллионов, это сколько? Сотая часть, 1% от триллиона, да, получается? Нет, от триллиона, да, от триллиона 1%, 10% от триллиона. Нет, это 100 миллиардов 10 миллионов. Это, короче, нам достаточно 100 миллионов. 100 миллионов для начала, да. И все будет отлично. Вчера смотрел интервью Закая у телевидения. За все время своего он не произнес ни разу слова своего интервью, не произнес ни разу слова Ичкерия. Говорил о войне в Чечне, о Горской республике, о конфедерации Кавказа, но ни слова про Ичкерию. Да, Хамзат, если мне очень жаль, что там есть люди, которые ему еще верят и находятся искренние, которые честные. Очень жаль. Они, конечно же, потом пожалеют об этом. И сейчас уже Закаев уже, в принципе, и не скрывает ничего. То, что уже открыто все знают, говорят, он, ведет свою уже работу, несмотря ни на что, уже открыто, вот, на пролом идет и все. Но это будет продолжаться недолго. Слава Украине, Аллах, Казахстан. Героям слава. Откуда делал аяты, где говоришь про религиозную составляющую всего происходящего, от начала до конца времен? Нет никакой политики, есть борьба добра и зла. А куда ты делал аяты, где говорится про религиозную составляющую? Славян, я никуда не делал аяты, вообще не трогаю аяты, есть аяты и есть. Дон просто хочет вешать лапшу на население Чечни, как им вешает Путин. Люля получает миллиарды, народ видит муляжи, получает по конфетку, но, к глубокому сожалению, народ не поддается и находится в тишине. Да? Ильяс Ахмадов на связи с нашим правительством в лице Аяда Идигова? Нет, Ильяс Ахмадов не на связи с Аядом Идиговым, с нашим президиумом. Нет. Так, где эти комментарии у нас тут были? Если бы его волновала Ичкерия, он неустанно упоминал бы о ней. Нет Ичкерии в его сердце, соответственно, нет ее в голове. Совершенно верно, Хамзат. Айдага, дыгма дютия. Совершенно верно. Кстати, канал оппозиции, якобы от Беларусь Некста, тоже симулякры и виден русский след. Да, вполне возможно, я абсолютно не удивлюсь. У него золотая лихорадка, желание получить власть любым путем. Да. Так, Салливан, ты говоришь, что тут Хамас вообще ни при чем. Причем только мирные люди, которых уничтожают под видом борьбы с Хамас. Но ты упускаешь один очень важный момент. До того, как Хамас зашел на территорию Израиля и убил 1200 женщин, детей и стариков, Израиль финансировал, субсидировал вот этих женщин, детей и стариков палестинских. Ты вот этот момент забываешь. Просто вам не хочется никак признавать правоту. А здесь абсолютно просто прав Израиль. Он имеет право защищаться, и он защищается. Да, он не имеет права совершать военные преступления, бомбить всех подряд. Но это уже другая история, которую мы должны... Это не геноцид, да, это если будет доказано, там, как удар по больнице там, и так далее. Оказалось, что бил-то не Израиль по больнице. Но такие вещи пытаются нам рассказать. И вы, которые ослеплены своей ненавистью к Израилю, вы не хотите разбираться вот в этом. Именно поэтому вас считают фашистами, понимаете? И дело в том, что из-за вас и нас считают такими же, понимаешь? А мы не фашисты, понимаешь? Для нас нет разницы между еврейским ребенком, арабским ребенком или чеченским ребенком, понимаешь? Это не комбатант, его убивать нельзя ни при каких обстоятельствах.
И ты говоришь, Хамас тут ни при чем. Как это ни при чем? А если бы Хамас не зашел бы, не убил бы 1200 граждан и 200 не захватил бы в плен, Израиль не бомбил бы сектор Газа. Хамас это самые главные преступники, которые на день рождения Путина совершили это страшное преступление в подарок как бы. Потому что, уверен, щедро профинансировала Россия Хамас для того, чтобы они совершили этот теракт. Потому что за этим стоит Россия, за этим нападением в день рождения Путина. Понимаешь? Поэтому ваша позиция, которую она отстаивается, она просто вызывает, не знаю, отторжение всякое. Вор это просто как не стыдно. Вора улыбаться на камеру, говорить правильные вещи. Старикан у власти после совка банальные ворюги. Справедливости ради стоит отметить, были честные люди при СССР, которые не воровали, но на них смотрели как на юродивых или дурачков. Хамас не сидит рядом с мирными людьми, говорит. Салливан, ты меня извини, но это пропаганда Хамаса здесь вообще нам не интересно. Давай, чус, до свидания, да. Будешь ты нам тут рассказывать. 7 октября 23 года Хамас пустил 5000 ракет по мирному населению Израиля. Да, кстати говоря, демократ, я как раз вот этот момент постоянно забываю упомянуть, а потом вспоминаю, думаю, почему я этого не сказал. Абсолютно верно. Ракеты, которые вообще в разные стороны куда угодно летят. Понимаете? Специально зашли в улей, разворошили улей и потом быстренько убежали и спрятались. Так не бывает. Вы извините, но если вы убиваете 1200 человек, за это нужно отвечать. К большому сожалению, эти люди прячутся уже за своими женщинами. Они убивают и израильских, и своих женщин, детей и стариков. Вот кто такой Хамас. Вот кто такие Хамас, Леон. А ты почему прячешься? Говорит. Ну, во-первых, я не прячусь. Во-первых, абсолютно я не прячусь. Как ты видишь, я сейчас в прямом эфире и так далее. Это во-первых. Во-вторых, я не убиваю женщин, детей и стариков. Понимаешь? Я призываю их не убивать. И Израиль тоже я призываю не убивать женщин, детей и стариков. Понимаешь? Вот в чем отличие между тобой и мной. А сам, почему ты не видел, не отмечал ежедневное уничтожение палестинцев перед 7 ноября? Ну, во-первых, это было 7 октября. Во-вторых, ежедневного уничтожения арабского народа Палестины не происходило. Наоборот, Израиль всячески, я категорически против этого, критикую и буду критиковать Израиль за это. Он договаривался с Путиным, разрешил строить Рамзану Кадырову мечеть у себя на территории, несмотря что кто такой Рамзан Кадыров, кто такой Путин, они знали, прекрасно они знали. Они заваливали деньгами сектор Газа и всячески пытались с ними наладить отношения. 2 миллиона арабов живет на территории Израиля. И так далее, и так далее. Это можно много перечислять. Вы обманываете, вы передергиваете факты. Да, конечно же, территория, на которой сейчас находится Израиль, она отвоевана у арабского народа Палестины. Но дело в том, что если мы еще будем возвращаться немножечко назад, что в 1948 году, 1947 году ООН призвал строить 2 государства. Арабское и еврейское. Арабы не согласились.
арабский мир, как русский мир, имперский русский мир. Такой же арабский имперский мир посчитал, что евреи это такая легкая добыча, которую можно прогнать со своей территории. Просто ущемить слабого. Вот что сделали арабы тогда. А у них была территория, они могли жить спокойно, сосуществовать с евреями. Почему не дать евреям строить свое государство? Чем евреи хуже, я не знаю, арабов, русских, армян, других всех чеченцев. Кого они хуже? Никого, они имеют право. И я как чеченец, который добивается того, чтобы у нас тоже было свое государство, не имею права им отказывать в этом. Понимаете? Это все просто. Не надо смотреть через призму пропаганды, которую вам навязывают. Сами разберитесь. Есть интернет. Зайдите, абсолютно спокойно это можно выяснить. Никаких проблем. Но нет, вы стоите на том, что вам пропаганда заложила. Вы говорите там Хамас мусульмане. Я их не считаю мусульманами. Я их считаю лицемерами. Может, рядовые, которые бойцы, которые есть оболваненные пропагандой, они верят в то, что они делают. А руководство, я считаю, самыми настоящими лицемерами. Понимаете? Потому что если на земле когда-то был геноцид, то он точно был в Чеченской республике против чеченского народа. Если на земле был джихад, то он точно в том числе был в Чеченской республике Ичкерия. И вот эти братья-мусульмане, как называют себя Хамас, исламские джихады, название, да, слышите? Братья-мусульмане, исламский джихад, там все такое. Вроде религиозное, мусульманское, все такое. Они приезжают к Путину, получают от него бабки, вот эти самые хамасовцы. И когда их спрашивают, ну что вы скажете по тому, что происходит в Чеченской республике, они говорят, это внутреннее дело России. Я говорю, что все, что сейчас происходит, это внутреннее дело Израиля. Понимаете? Я считаю их лицемерами, я считаю их подонками. Не просто лицемер, подонок, это всего лишь такое, определение такое. Это убийцы. Это люди, которые должны быть очень-очень сурово наказаны. Особенно их руководство. И опять же, я призываю Израиль, призываю Цахал соблюдать правила и обычаи ведения войны, наносить разборочно, выборочно или в соответствии с международным гуманитарным правом удары только по террористам и беречь мирное население. И этому призываю не только я, весь мир призывает, и Израиль уже сам об этом отчитывается. Каждый день 4 часа они представляют паузу, гуманитарную паузу и так далее, и так далее. Конечно же, гибнут люди, и это очень-очень большая трагедия. И она не делает чести самому Израилю, которому жить на этой земле, жить с этими соседями. Чем больше они принесут горя, тем дольше это будет устаканиваться. Но у них, у арабов и у евреев, так все далеко зашло друг с другом. А они, как мы знаем, от двух братьев произошли. Одни иудеи, другие мусульмане. Ну и там христиане есть, там разные. Семиты они. Это родственные народы. За эти 1000 лет у них так много накопилось, или по крайней мере последние вот эти 70 лет, так много накопилось друг к другу претензий, что, конечно же, мы не можем сказать, что арабы имеют право на претензии, а евреи не имеют. Ну, это фашизм. Все имеют право отстаивать свою позицию. И любой человек, и курды, которым Турция не разрешает иметь свое государство, и евреи, которым арабы отказывают в праве на свое государство, и чеченцы, которым русские не дают построить свое государство, имеют право на свое государство. И любой человек, кто в этом отказывает, на мой взгляд, чеченцам, евреям, курдам, являются фашистами, на мой взгляд. Потому что если народ, нация, территория существует, есть свое правительство, то в соответствии с международным правом эти люди имеют, эта нация имеет право на свое государство. Понимаете? Вот я так на это смотрю. А не то, что мне какая-то русская пропаганда заложила программу, все там евреи плохие, евреи там зло и так далее. Послушайте, что говорил Джохар Дудаев. Сперва был вот этот
итальянская мафия, там какая-то сицилийская мафия была, потом еврейский сионизм, потом чеченский вот этот бандитизм. Вот так и каждый раз нужен инструмент. И под этим еврейским сионизмом в первую очередь русские и арабы творили такие зло, что евреям отмываться и отмываться от этого, если начать отмываться, как говорится. Поэтому это такие вещи, которые нельзя так вот сказать однозначно. Вот все, вот надо призывать к миру, нужно просить договариваться и этих, и этих. Террористов, которые зашли, просто женщин, детей, стариков убивать нельзя вообще никому. Никогда чеченские бойцы, которые сейчас нам пытаются навязать, чтобы мы поддержали Хамас, чтобы вот этот ублюдочный поступок, убийство, ну, жестокий, просто подлейший поступок, чтобы мы запачкали себя. Мы отказываемся от этого. Понимаете? Я не признаю этих людей за мусульман, которые совершают такое преступление, потому что ислам это запрещает. Моя религия это запрещает. Я мусульманин, а не они. Вот что я вам скажу. Вот такие вот вещи, мы должны разбираться в этом во всем. И нужно очень-очень внимательно к этому относиться. Вот смотрите, 95-й регион зашел. Говорит, 20, и что я говорю там, ересь по факту. Наши переживания. А у него 95-й регион стоит. 95-й регион, это ему русские убили, у него 300 тысяч его сограждан. Может он хотя русский, наверное, раз он его это устраивает. У него его сограждан убили 300 тысяч человек, 30%. И сказали, теперь у вас будет номер 95, на клетку повесили, на тюрьму, на камеру. Он взял себе, написал. Ну вот, смотрите, что это за человек. И он переживает за палестинцев. У него сгорел дом полностью, с семьей, женщинами и со всеми. Оставшихся на этом костре тлеющем по одному русские берут, и русские, и коллаборанты, берут, на шампур одевают, его родственники, его там сограждан, и поджаривают. А он сидит, помогает еще, подносит им. Наверное, скорее всего, из тех, кто подносит. 95-й регион раз себе поставил. Вот задумайтесь, ситуация какая. Его дом сгорел, погибло огромное количество людей, и еще поджаривают, еще по одному, уже не так массово. На Украину войну отправляют, Сирию отправляют, сами убивают. Что хотят, делают. А он сидит и говорит, о, как же я переживаю за Палестину. Да, сейчас, Вася, я тебе сейчас подам там. Иди, Махмуд, Вася тебя надо, на вертеле тебя сейчас поджарит. Берет Махмуда, отдает Васе, и опять, как же я переживаю за Палестину. Но это клиника, друзья, это клиника. А может, чеченцы не хотят независимости. Может быть, Ванда не хочет независимости, а чеченцы 400 лет воюют. Как ты думаешь, если чеченцы не хотели бы, они воевали бы 400 лет? Я не знаю, какой ты национальности, но посмотри на свою национальность и скажи, сколько лет ваша нация воевала за свою свободу и независимость. Свобода, Ичкерия, Серый, спасибо, спасибо. Салам, салам всем, друзья, всех, кто вновь зашел, всех я вас приветствую. Оставь чеченский народ. Так если я его оставлю, его будут поджаривать, а ты будешь сидеть тут комментарий только писать. Спасибо всем за подарки, спасибо, кто мне предыдущий давал. Масир Эйласу, Амилу. Он говорит, как быстро ты сказал, кто я. Ну, смотри, кто ты, достаточно сказать, посмотрев на твое имя, например. Например, если тебя зовут Мухаммад, понятно, что ты мусульманин, да? Если тебя зовут там Вася, то предположить можно, что ты русский. Если ты говоришь 95-й регион, ты тот человек, который согласился взять на себя это. 95-й регион, понимаешь? Если ты этого не понимаешь, я не знаю, о чем ты думаешь, да?
Так, давайте дальше дать. Курдойла бьюк амлеттан бук ахирм дать жестокий. Цасон и жестокий убать. Ця еще почал хилищуем хасон. Дела Адам. Хай радича цаахос. Удалить Йон ко юр. Ади эльча цаахо Адам. Улла цаах. Он над схватка у. Видите, он над схватка. Он в схватке ватцо. Он модератор у. Он над схваткой у. Хамас и Басар это разные вещи. Об этом говорили в эфире с Максакова. Совершенно верно, совершенно верно. Никогда чеченцы не убивали женщин, детей и стариков. Разница, самый ужасный террористический акт, который приписывают Шамилю Басаеву, это захват школы в Буденновске, в Беслане. Там ни одной женщины, ни одного ребенка не убил. И разница между то, что сделал Хамас, и то, что сделали люди, которые были посланы в школу Беслан, заключается в том, что эти, там не все были чеченцы, вот эти бойцы не убили ни одну женщину, ни одного ребенка и приняли бой, смертельный бой. И почти все погибли. И они это сделали, я это называю актом отчаяния. Когда уже я не одобряю это, я считаю, это была ошибкой. Но при всем при этом, я считаю это актом отчаяния. Когда убивали чеченских женщин, детей и стариков. Хамас же сделал это, когда Израиль финансировал их женщин, детей и стариков. И это было сделано в угоду для Путина, чтобы отвлечь внимание от Украины. Точно так же, как 11 сентября было сделано, чтобы отвлечь внимание от геноцида чеченского народа. Сейчас это было сделано, чтобы отвлечь внимание мировой общественности, США от Украины. Но у них ничего не получилось. Ничего не получилось. Вот и вся разница между теми, кто кавказскими бойцами и вот этими террористами. Если ваш канал запрещен в России, тогда как вы можете быть уверены, что происходит в Ичкерии? Ванда, но это очень интересный вопрос, конечно. Если мой канал, причем здесь запрещенный мой канал и ту информацию, которую я получаю. Я получать информацию-то могу из других источников. Очень. Ванда, это я тебя заблокировал. Я не хотел тебя блокировать. Я другого хотел заблокировать, но ты такой же в принципе. Вот этого хотел я заблокировать. Я заблокировал Ванду. Ванда, я не хотел этого. Ахмад Силас, где он? Этому СЖМ был адресован человек под ником Храброе сердце. Храброе сердце, согласен с тобой, не надо было Арцу говорить это плохое про Закаева. Почему это? Я не говорил плохое. Альберт IV, такой скромный Альберт IV. Плохое про Закаева. Евреи в большинстве друг друга ненавидят, при опасности евреи сразу объединяются. Ну, я не знаю, откуда у тебя такая статистика, что евреи друг друга ненавидят. Я что-то не считаю. Разногласия у всех есть, и свое мнение, как у любых индивидуалистов. Евреи являются индивидуалистами по большей части, как и чеченцы. Поэтому это бывает. Я не говорил ничего плохое про Закаева. Я говорил правду. Я не оскорблял Закаева. Я ничего не говорил того, что не соответствует действительности. Я сказал правду. И буду говорить правду.
Нравится вам это или не нравится? Потому что то, что делает Ахмед Закаев, это является преступлением, тягчайшим преступлением против нашего государства. Понимаете? А чеченцы любят друг друга. Ну ладно, Серый, я уже ответил, дело. Аслан, салам алейкум. Где-то вот ты видишь Ичкери, скажи, если можно, если вы с друг другом не ладите, да, там было. Я вижу, вот я сижу Ичкери. Вот у нас здесь 334 человека Ичкери. Здесь сколько? 92 человека в ТикТок Ичкери. Потом 1000 человек еще посмотрят. Еще тысячи они спишут, которые посмотрят. Потом тысяча посмотрят и передадут другим. Понимаешь? Конечно, есть Ичкерия. Это хотят наши враги, чтобы ее не было. Что вот она умерла, нету ее. Она есть и будет. Кстати, ва алейкум салам, Идрис. Аслан, тебе огромное уважение. Спасибо, Леон. Леон. Добрый, Анка, Анжела. Так, спасибо, Серый, спасибо. И тебе того же. Американский флаг у тебя. Кто ты, говорит мне, 95-й регион. Американский флаг у меня. И как ты заметил, здесь у меня еще есть флаг Ичкерии. Ну, несмотря этот американский флаг или этот флаг, не имеет значения. Имеет важно то, что я делаю. Понимаешь? И не важно даже, что я делаю. Не важно, что здесь американский флаг. Важно то, что русские убили у нас 300 тысяч, а ты взял 95-й регион себе. Вот в чем речь. Понимаешь? Американцы не убили 300 тысяч чеченцев. Понимаешь? Американцы это великая страна. Величайшая страна. Понимаешь? В отличие от твоей фашистской России. Ты даже не фашистская Россия. Понимаешь? Твое положение какое. Ты даже не фашистская. Ты у них под подчинении находишься. Понимаешь? Ты задумайся. Богом проклятая фашистская Россия. Ты у нее на подтанцовках. Плюс ты еще сам согласен и себе ник пишешь 95. Задумайся над этим. Вместо этого ты должен сказать, мы аржу. Быстро надо убрать 95-й регион. А ты мне еще что-то доказывать пытаешься. И сразу становится ясно, кто ты. Ты удивлялся, как я быстро тебя вычислил. Но сразу понятно, кто ты. Вместо того, что убрать 395 регион, ты ставишь туда, ты мне предъявляешь, почему здесь флаг висит. Висит, потому что супер флаг дать. Дауд, ты нагло лжешь. Поэтому ты уже давно напрашивался, тебе банды он. Пойди и сделай что-то сам, а не прибалтывай других, чтобы они что-то сделали за тебя. Это ты мне говоришь? Ислам Бетербиев. Это ты мне говоришь? Или кто ты там? Black B И7. А ты думаешь, я не делаю? Ты знаешь, что 70% любой борьбы, любой войны это информационная составляющая. Ты это знаешь? М? Великий страна я тебя. Валла биллахи юк. Америк сам великий страна ятсон. И цадо шоладала. Минуа нохчу варио. Нохчи. Раскибуя 95 регион хуаттен лилагуи. Тюн дуатрибуи. Цар ويق تصع دينوي تنخير واتسرون إي أمريكي إي أنجليا تساري تصحى نوخشي تسار شيوالا وولش كالر وولي تر واتسرون وي كازاخستاني تصع دوخي تر داتسرون إي أمريكي إي بريطانيا تسخيلاري حين لوش أو ديتا واشا ما واشا دق ما دي نتعجيم كورت أويلية أت أمريكا قويرش أو زابد قويرش إي روسيا يا تساري تسار وين تاع تصع وتر واتسر إي 95 ريجيون ويق وتر واتسر Люди, будьте добрее. Да, кстати, Анжела, совершенно верно. Добрый вечер, Дэнни. Чечения, грузины, братья.
Да, то абсолютно с тобой согласен. Ты не унижай, а объясни, сыновчу. И да, я тебе объяснил 95-й регион. Я тебе объяснил, что у тебя убили 300 тысяч твоих граждан, поджаривают еще дальше. Ты подаешь им их, поджаривать своих собратьев. И как ты мне говоришь, а почему тебе американский флаг дать? Вот объяснение, как тебе потом что-то доказывать? Ты коллаборант, понимаешь? Ты сотрудничаешь с оккупантами. Нас с Казахстана американцы вернули. Я 100%, миллион процентов, конечно же, в первую очередь, это заслуга Абдурахмана Автарханова, с Иордании еще одного чеченца и одного ингуша. Вот эти 2-3 человека добивались, объясняли американцам, рассказывали англичанам, американцам, работали на радио Свобода, на радио Сопротивление, тогда она так называлась в начале. И вот радио Свобода организовывал чеченец, кстати говоря, Абдурахман Автарханов. И благодаря тому, что они говорили о нашей проблеме, 13 лет мы никто не должны были вернуться. Все наши населенные пункты были переименованы в другие улицы, другие названия получили. Улицы, города, села, все, что возможно. Понимаете? И только благодаря тому, что Сталин умер, и то, сколько он умер там, в 53-м, да, 4-м, еще 3 года нас не разрешали возвращаться. Добивались, требовали. Просто преступление, совершенное против чеченцев и ингушей, было такого масштаба в процентном соотношении к народам, что обойти его нельзя было просто незамеченным. И тогда, благодаря тому, что Америка и Англия на этом мире существует, благодаря только этому Советский Союз разрешил чеченцам и ингушам вернуться. Вы до сих пор бы все, кто сейчас топит за Россию, и кто не топит, жили бы где-то в Казахстане, в Средней Азии, в Сибири, Киргизии, еще где-то там. Понимаете? Были бы сибиряками мы, а не горцами. Вот что нам сделала фашистская Россия, чей 95-й регион вы себе ставите. Оставим то, что тогда было. Посмотрите, сейчас на наших глазах нам пропаганда рассказывает, что вот мы такие плохие, жить не умеем, там, третье, десятое, что вот там Масхадов плохой, Басаев плохой, там все были плохие. И вот Кадыров Ахмад пришел, и он нас всех спас. Задумайтесь просто над тем, что русские свои дома взорвали. Своих же русских сограждан убили, чтобы обвинить в этом нас. Вот этот момент вы куда деваете, я не могу понять, которые обвиняют там Басаева, там Масхадова, всех остальных. Совершали они ошибки? Совершали, не буду вновь и вновь это говорить. Как любые люди, все совершают ошибки. Но виновными они не были. И Ахмад Кадыров был один из тех, кто с Путиным договаривался и говорил, мы сместим. А почему, знаете, ставку сделали на Ахмада Кадырова? Ну, на чеченца, чеченоговорящего. Сомневаюсь, что он чеченец. На чеченоговорящего. Знаете, почему сделали? Потому что на Западе требовали. Вы не можете оккупировать народ, страну, который хочет своей свободы и независимости. А русские говорили, ну смотрите, есть чеченцы, которые не хотят жить независимо. Они хотят, даже смотрите, рядом с Масхадовым. Он же надежный, верный друг, товарищ был Масхадова. Заступался за Масхадова, со всеми ругался, готов был убить всех, погибнуть сам за Масхадова. Это все спектакль, оказывается, был. Понимаете? И в Западу показывали, смотрите, есть чеченцы, религиозный деятель, муфти. Он же хочет с Россией жить. Он против ваххабистов. А ваххабистов нам сами русские туда навязывали. А мы подхватили эту идею, которую нам подкинули, якобы там с арабских стран, там что это чистый ислам. Потому что вот этот советское управление мусульман, вот этот Дум советский, не знаю, как он тогда назывался, по-моему, так и назывался, Духовное управление мусульман СССР. Они насквозь были пропитаны КГБ. Мы все это знали, мы не верили им. Мы знали, что каждый мулла стучит. Мы все это знали.
доносчик на КГБ работает там и так далее, и так далее. И когда нам пришло вот это новое веяние ислама, мы начали жадно потреблять это все. И попались на эту удочку. Понимаете? А нам сперва как ваххабисты. Я помню прекрасно, я тогда был 18-18-летним пацаном, молодым мужчиной я уже был. Я помню это все. Это были самые добрые люди на земле. Понимаете? Самые добрые. Они не ругались, как тут заходят, мат-перемат там. Они никого не убивали. Они говорили, в исламе нет принуждения. Ты, конечно, ты хочешь там таким быть, будь такой. А потом муллы в населенных пунктах, которые еще с советских времен работали на этой должности, они как бы вступали с ним в конфронтацию. А все понимали, что мулла это КГБшник, их стукачок. Понимаете? И значит эти правы, соответственно. А та литература, которая поступала вот на это религиозное, новое ваххабистское это течение, она печаталась в Казани, в Москве, на русском языке, спокойно все завозилось, спокойно пользовались. Понимаете? Вот как все это было. И вот в итоге мы пришли к тому, что не просто это недобрые люди стали. Они, если ты не просто там против них выступаешь, просто достаточно, ты не так молишься, как они, все, ты кафир, тебя нужно убить. Ты выражаешь свое мнение, вот ты кафир, тебя нужно убить. Когда они уже достаточно стали сильными, руководство, которое работало на Россию, в самом верху, которое сидело руководство, вот это руководство уже начало жестче принимать меры. И произошло столкновение. А столкновение с кем у нас в Гудермесе произошло первое? С ГРУ, с Ямадаевскими произошло. Они убили ваххабиста одного и понеслась. Понимаете? Я тогда целиком и полностью был на стороне против. Вот Масхадовские считался, и Ямадаевы считались масхадовскими. А я был на стороне ваххабистов. Потому что я считал, что эти люди правы. Потому что эти люди, вот, которые были на стороне Масхадова, ну, не очень себя хорошо показывали. А эти были искренне честными. И вот усугублялась, первая кровь пролилась, потом дальше. А потом тот, кто начал воевать, началась война, тот, кто начал воевать, он пошел, ваххабист, он там, каратист, он, суфист, он, они воевали, тот, кто воевал. А в основном вот эти ваххабисты имели супер вооружение. Я буквально несколько дней назад разговаривал с одним нашим бойцом старым. Он говорит, мы в поте, уставшие, раненые, убитые, там, все такое, выходили из боя, а тут со свежими, хорошо почищенными бородами, с гранатометами, со всеми оружиями, и бегают быстренько. А знаете, что делали еще, вот уже потом, уже дальше эти ваххабисты? Да? Как мне бойцы рассказывают, это не я видел, это мне бойцы непосредственно, кто участвовал, рассказывал. Он говорил, что была еда, все у них имелось, но они не делились с суфистами или с другими чеченцами не делились. Представьте, что это как неразделение. Вот как все это закручивалось. И вот мы пришли к просто абсолютному радикализму. Вот так вот было, Дион. Так. «95-й регион. Ты идешь вслед за остальными». Так, спасибо всем за подарки. Ассаламу алейкум. Макур бьюц ана уаст. Ана уаст. Макур бьюцха. Адун сава. 95-й уаш. Шушадыш 95-й.
Wordloj. Vad är wordloj? Surt dokon det. Ja, så bör shuat on gurdon عما وقنا قمتك ده. وعما وقنا så bör shuat lagoyter don. Shnurok dion. حتى ويش دوش دات قميل اشترك وشوا دات. وات ويني فيديوتي بوش بات модераторш дабой дес дат. Про Дудаева расскажите. Что конкретно про Дудаева вам рассказать? Так, сейчас. «95 будет. У вас у всех 95, 95, 95. عولا ديل دي عشو بلتو نشكور دي نسو عولا. او روتو عولا. تاك سمقات دي عبوش ده. علي لا يبقى клоун шукшуна. Северный курс Басаев Хамас это на 180 градусов противоположно. Это как сравнить палец с Балтийским морем. Совершенно верно. Жень, приветствую тебя. Аслан, Палестина внутреннее дело матушки России. Какой привет, такой ответ. Мы все помним, как Арафат целовал с Ельциным, когда в Ичкерии был геноцид. Да, совершенно верно, да. Аслан, вчера смотрел передачу у Соловьева, как он говорит, что мы русские никогда ни одного ребенка не убили чеченцев. Взял себе карманный еврей, а тот еврей ни слова не сказал ему. Взяли себе карман. Да, да. Это таким образом якобы заступаются типа они за евреев. А он не взял 95-й, ему ее в ухо прокололи русские, как скотине. Аслан, ты уже 3 часа в эфире, молодец. Нет, Свобода, я не 3 часа в эфире, я час 24 минуты. Анджела, спасибо, спасибо. Блок Матуябу. Конечно, оскорблять тоже. Что да дизастун, блок цатуан. Дальше оскорблять твой визастун все. Хаварячок, хавечани мавали. Это проблема эти. دور وي بوش إذا قص قميل اشتديش حواشك حاوي أنا الديز حاوي أنا وتردو أل أتعيش تا كيلو يغيرشك وات بدليان يغيرشك إيش حاولك شي كيلو شي كيلو خلالته يسيو تسع проблемات حواشل شنا حاويش خنا قزاه تا гладиаторский боишьеш саш саумш قيسديش تا ويسنيات ديش هونيس قياتي بوش أبيسنياتير ذاتشون شون مؤتك خردوش هاداقش شو تسا أميلش دينا شو تسا تويل قوزر تسا قوزر تويل غوروات شون كيلو ينوي وين تأقك إلاردوير دات شو ياد نديوس هلو تسرو نو وش شون ممواتلش قوزا لوش عش دو بيري لوزش ديش دات إتا باتسان دو تقشو قايتشز تقشو سوغر دوش بيرت وازدوي دات شو ولا وزدوش سوي قميل شي ديخين روسي وزدوش قميل ديش ويز Тюнг из юда дизас тюнг. Хоса гуат, газю ба дизас тюнг. Са дизас забани тукаси. Хауа лучшвек са телефон ю, са WhatsApp ю, са YouTube ю, са масса Facebook ю, TikTok ю, Instagram ю. Шай ю хавян, хавечани лучшватся. Так, Америка твой друг. Я очень надеюсь, что он будет, Америка будет нашим другом. Так, у меня есть друзья американцы. Так, так, шнурок чьи отдать. Анонимный. Да. И дух шушадык отдать.
Так, тут еще здесь Хайнц Леон. Хайнц. Забаке, ты на он полностью, да? Хаймерсбург. Мустан, Машуоло. Так, так. Так, Шен Хилл Вен Хачир и Бьюр течение. Знан ночью вы дейрей сокрама. Пусть будет шариатчики, у нас горские евреи, с ними есть незаконченное дело, инша, мы решим с ними, что есть кто один. Мне говорил, я ему ответил, что горские евреи ночью есть, были и будут. Да, они только угрожать здесь готовы, да, только вот писать здесь. Амат хаже нет ир моей и пагал чисто только килу и бик беш моя цош. Да, да. А кто такой Ахмед Хаджи, да? Горский еврей. Но Ахмад Хаджи, он это сарказмом говорит. Они так говорят. Ахмад Хаджи путь. И Бог дотяни горский еврей. Так, давайте почитаем здесь комментарии. Сегодня вы активны, я смотрю. В Афганистане любители Америки летели на шасси. Да, мы помним. Почему не попросить помощи и дружбу у Израиля? Их любит Америка. Амир, так я прошу, и у Израиля прошу. Просто Израиль сам маленькое государство, и у Америки больше возможностей помочь, чем у Израиля. Поэтому я сразу обращаюсь к более богатому и сильному. А так, конечно же, я, например, обратился к Биньямину Натаньяху, премьер-министру Израиля, чтобы он признал наш президиум правительства. Я, конечно, я ко всем обращаюсь. Есть ли пути примирения чеченского народа с российским? Да, конечно, есть. Без каких-либо вопросов. Мы не такие злые, как ваша литература и ваши сказки нас описывают, или ваши колыбельные. Вывод всех войск, деоккупация нашей страны, привлечение к ответственности, выдача на международный трибунал всех преступников, которые совершили преступления, и выплата компенсации, контрибуции, ну, назовем это компенсацией, за тот ущерб, который был нанесен нашей стране. Конечно, есть. У нас нет проблем с русскими, у нас есть проблемы с русскими имперцами. Проблема в том, что вот этот вирус империализма, КГБ, Путин, Патрушев, они так классно его, так аккуратно, так виртуозно его взбудоражили снова в русском народе, что в русских очень много имперцев на сегодняшний день. Надеюсь, успокоятся. Добрый вечер, Залещак, добрый вечер. Спасибо, Иришка, спасибо. Спасибо всем за подарки. Сегодня вы меня завалили подарками. Всем спасибо. Так. Я не знаю, батя, почему США не разрешает добычу нефти у себя. Я без понятия. Ельцин попросил Америки 6 миллионов долларов на убийство чеченцев. Америка дала. Рома, весельчак. Это неправда.
что-то на твою просьбу Америка не спешит отвечать. Ну, знаешь, Рома Весельчак, вот здесь ты немножко сказал правду, даже не только на мою просьбу, на столько просьб наших руководителей нам недостаточно оказывается помощь. Но ситуация меняется. И я верю, что Америка всегда права, кроме вот вопроса с чеченским вопросом. И я думаю, американцы, они исправят эту ошибку. Я надеюсь на это. Я знаю, что это очень мудрые нации, Англия, Америка, и они любят или мудро строят свои отношения на справедливости и на честности. И я убежден, я надеюсь это, я в это верю, что они разберутся с нашим вопросом и помогут нам в этом. Да, Аллах. Почему за Израиль ты? Салам, сонох чуву. Я уже несколько раз ответил. Салам. Поэтому зайди в YouTube, у меня здесь запись идет, кстати, в YouTube, на канал Reality, и там можешь послушать, точно ли американцы наши братья. Точно. Точно, да. Лайки то накручиваются, то скручиваются. Да, Александр Ермаков, у нас на нашем канале творятся чудеса просто. Списываются подписки, списываются просмотры, убираются лайки. Ну, всячески они нам пытаются мешать. Но это нисколько нас не остановит. Нисколько. Мы и так уже сделали достаточно, чтобы перекличку, скажем так, среди здоровых сил. Саваш темлуаша дюйца даря. Мюлаш буа бюйцаш салам. Мюл темлуа буа бюйцаш. О каких войнах ты говоришь? Первая война. Чеченский братья салам. Это русско-чеченская война. Чеченская она была бы, если это была гражданская война, мы между собой воевали бы. Русские нас так называют. Первая чеченская, вторая чеченская. Чтобы представить, что у нас была гражданская война, они пришли, разобрались и помогли нам, да, разобраться, чтобы мы друг друга не перебили. Что тебе рассказать? Почему? Удара хэтнак. Дивиться дарет эмлуашалет. Ну смотри, я полагаю, ты молодой человек. Ну, я, можно сказать, ну, что значит воевал? Да, я принимал участие в боевых действиях определенный раз, например. Это было в январе, в самом центре, Кавказ гостиница. Потом в других некоторых местах мне доводилось побывать. Но я не могу сказать, что я какой-то, мне стыдно даже говорить, что неудобно даже говорить, да, что я какой-то там вояка был и так далее. Дело не в этом. Дело в том, что в Первую войну, вот как сейчас на нас гонят, что мы такие, мы сякие, там, про Дудаева то же самое говорили. И когда началась война, и чеченцы разделились. Вот сейчас как есть разные блогеры, меня называют там врагом, а их поддерживают. Хотя потом понимают и возвращаются и говорят, ты был прав. Но это не массово пока происходит. И тогда Джохара Дудаева, тоже все, он генерал же был советский, и все его тоже обзывали, там, что он засланный, там, он враг, там, третье, десятое. А вот оппозиция, она называлась, оппозиция это были предатели, которых финансировала Россия, вооружала, финансировала. И когда началась война, 26 ноября началась одно из
вторжений российских танков, где были, среди них были чеченцы. Внутри в танках сидели танкисты русские, а наверху на броне сидели оппозиции. Там финансирование хорошее было, там разных там бандюгов, там обманутых, третьих, десятых, всех, короче, набрали и послали штурмовать город Грозный. И когда мы их разбили, во-первых, это был вкус победы, а во-вторых, это было то, что все поняли, что все-таки кто настоящий враг России. Ведь охота, теперь было понятно, что хотят убрать Дудаева. И тогда чеченцы поддержали своего, массово поддержали. Сперва умные поддерживали, или не то, что умные, и умные в первую очередь, но те, которые интересовался этим, разбирался, пытался разобраться, кто на стороне свободы и независимости, а кто прорусский. И в итоге весь чеченский народ поддержал Джохара, поддержал наше государство и начал оказывать сопротивление фашистской России. Вот как-то так было. Мы не делились. Там с нами воевали наши русские, грозненские, наши чеченские русские. Там были разные люди, кто принимал участие. Простой народ воевал. Все вышли и сражались. Все друг другу помогали. Все друг друга жалели. Все друг другу сочувствовали. Ты мог зайти в любой дом, тебя не давали пройти просто. Вот. Мы вот шли, нам подбегали и давали вот хлеб, что-то там, потому что мы уставшие, голодные, там уже с ног валились. Подбегали просто, пирожки тебе могли дать, там, еду тебе, там, хлеб тебе сунуть могли. А им самим есть нечего, понимаешь, бомбежки, все. И все друг друга любили и уважали. Любили и уважали, ценили, достойные были. И как говорил один, по-моему, французский журналист, сражались так, как будто вот их ждет рай, и они уже побывали в этом раю, вернулись и быстро хотят обратно вернуться в этот рай. Вот так сражались. А потом нам вбили клин, начали религию там закидывать, начали там всячески. И вот на религии нас поймали. Вот это наша слава. Мы верующие люди. Мы искренние люди. И нас поймали на этой теме и разделили. Вот так вот было. Ты так спокойно все говоришь, так держать. Но политика это грязь, смысла нет туда лезть. Я бы с удовольствием, Иришка, сюда не полез бы. Честное слово, я не умею вообще, я вообще не мог говорить на людях. Мне даже в суде выступать, вроде там немного чего надо знать, да, именно если там конкретная какая-то статья уголовная, не такой большой объем. Плюс тебе огромное количество времени подготовиться. Ты все записано у тебя на все случаи. Даже в этом случае мне было, вот, если много людей в зале собиралось сюда, выступать было тяжело. А выступать публично перед тысячами людьми и стать там известным на всю страну, среди всех чеченцев, и весь мир уже, многие кто знает, это для меня было очень трудно. Что такое политика, я смутно представлял, конечно. Хотя я знал, что это грязь и так далее. Но я думал, чеченцы особенные, что у нас нет этой грязи, такой большой нет грязи. Грязь не то слово, вы даже не представляете, какая здесь грязь. А выбора нет, понимаете? Наш чеченский народ стал просто инструментом в руках фашистской России. И мне нужно вот свое видение, учась у своих подписчиков, у своих единомышленников, у своих друзей, у своих братьев, которых и сестер, которых я уже себе тут набрал за это время. И я пытаюсь донести позицию нашу. Вынужденно. Буду молчать я. Не лезть, сам буду в безопасности, буду зарабатывать, жить себе в свое удовольствие в Европе, в Германии. А что станет с моим народом? Что будет? Нас представляют радикалами. Вот сейчас вот эта палестинская вот эта тема, я не знал, что это будет в Израиле, я не знал, что это будет такого масштаба. Я знал, что это будет.
Я знал, что чеченцев будут представлять. Вот здесь многие свидетели этому. Мы это обсуждали, говорили. Потому что вот эти блогеры, которых в начале я своего стрима рассказывал, они начали вести определенное направление, работу. Ну, много там симптомов, скажем так, по которым там косвенных улик, которые говорят о том, что вот нас сейчас будут опять как бы толкать на какое-то там направление, которое им выгодно, русским. И мы тогда предупреждали, еще за год об этом говорили, что будет, вот сейчас это, вот сейчас то будет. И знаете, чеченцы что делают? Чеченцы сидят, если какой-то теракт происходит, все, не дай бог чеченец, не дай бог чеченец, не дай бог чеченец. А ничего никто не делает, вернее, мало кто делает. Но у всех это заботит, всех это волнует. Первое, что ты услышишь, когда произошел террористический акт, чеченцы до единого, от мала до велика, от женщины до мужчины, там, любой, не дай бог чеченец, не дай бог чеченец, не дай бог чеченец. Вот как достали, а ничего противопоставить мы не можем. У нас нету ни информационных ресурсов, ни человеческих, ни всех остальных, потому что убивают, пытают, просто забили просто, понимаете? И я подумал, у меня есть какие-то знания, какие-то навыки, я смогу добиться, меня услышат, и на Западе услышат, и здесь, в Европе, везде меня услышат, узнают, я полон был сил, намерений. И вот я потихоньку начал этим заниматься, и вот оказался тут, где он. Алейкум салам, вайнах машуэль. Алейкум салам. Давайте голосовой чат устроим. Ой, нет, я уже устал. Я сейчас уже заканчивать буду стрим. Ну так красную машину не остановить. Увы, она всем соседям напакостила. Грузии в том числе. Конечно, всем. Нужно судить террористическую банду ФСБ. Так. Эсте Машуэль, алейкум салам. Вчера встречался с одним чеченцем из Грозного, учившимся в Иордании. Он сказал, что один раз говорил онлайн с каким-то евреем чеченской папахи из Израиля на чистом чеченском языке. Он считал себя чеченцем из Тейпа Жюкти. Так, жил, говорит, в Чечении, в селе, сам себя считал чеченцем, а чеченцы евреем, потому что его Тейп Жюкти был. Сказал, что там таких, как он в Израиле, много, и они живут отдельно. Любят драться, сказал. Да, это любят, да. Сегодня на стриме Бро опять задал вопрос о Заке и его пренебрежении и других, но Костя начал говорить о всемирном потеплении. Боевик Боровой, да? Ясно. Кстати, такой же Жюкти Нохчи здесь живет, в Бостоне, который считает себя Нохчи. Мы и не знали, что он Жюкти, пока он не сказал. Он из Алхан-Юрта. Круто. А вот смотрите, евреев у нас жило, наших горских евреев, да, жило, ну, мало, не знаю сколько там, несколько тысяч человек, может, десятки тысяч, может, жило. Вот все, что было, правильно? И столько людей, евреев, знает чеченский язык. У нас жило на 450 тысяч Грозное, где-то 90% было русских. На Теречный район огромное количество русских. Ну, в республике везде русские. И никто из русских не говорит на чеченском языке. А если кто-то и говорит, ну, с большим акцентом, это вообще большая редкость увидеть такого русского.
Интересно, да? Как так получается? Так, да. Асан, ты свой среди чужих и чужой своим. Уэйс, Уэйс. Я не знаю, что ты имел в виду, но если я правильно понял тебя, то ты не прав, потому что я уже свой среди своих. Понимаешь? Это первое время, особенно с учетом вот этой пропаганды, которая против меня относились с подозрением. Хотя некоторые приняли с первых моментов, да, потому что люди разбираются, кто свой, а кто нет. Поэтому я свой среди своих и свой среди чужих, если нужно, да. Среди грузин тоже свой. Спасибо большое. Для меня это честь. Люблю, уважаю грузин. Америка самая сильная страна. 100%. Жанна, шалом. Мне жюхты помогли, когда я попал в беду, а наши братья... Так, ясно. Он сказал, что там чеченские жюхты читают Маулид. Интересно. Молодец. Так, любой адекватный человек будет поддерживать Израиль. Израиль несет цивилизацию на Ближнем Востоке. Там есть демократия, права человека, свобода слова, образование. Этого нет в соседних арабских странах. Демократ. Но арабских странах некоторые есть, и образование есть, потихонечку есть, которые развиваются. Но и многие находятся под полной диктатурой. У них проблема в том, что вот диктатуру они не свергают. Вот в чем проблема. Добрый вечер, Джуиш. Горские евреи очень много жило в Дагестане, Дербент, Махачкала, Хасавюрт, Буйнакск. Да, и в Грозном. До войны у нас тоже было очень много. Мне в Америке подставили плечо и курд, и палестинец, и сириец, и еврей, и простые американцы. Нету плохих наций, есть плохие люди и политика. Да, абсолютно верно. Абсолютно верно, говорят, хакачи из-за ненависти к нам никак не могут говорить на нашем языке, даже если и знают. На том-то и дело, что не знают. Вот сейчас они подготавливаются, чтобы мне здесь пакости писать, да? А так не учат, не учили. Ну, недостойно имперцам учить там язык каких-то там чеченцев. Такие методы борьбы создают плохой прецедент для других больших стран, таких как Россия, которая завтра будет ссылаться на опыт Израиля. Почему ваш канал нельзя смотреть в России только через VPN? Шишан. Вот, Шишан. Во-первых, Шишан, у нас здесь не принято говорить, если ты в России находишься. И ты сейчас, если ты находишься в России, ты себя раскрываешь. Запрещен, потому что фашистская Россия не хочет, чтобы меня слышали в России и во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. Почему нельзя? Я в Старизалке живу и смотрю. Акраман, ну ты можешь смотришь через VPN как-то, но все сообщают, что запрещают.
Еще, у меня есть документы, они мне прислали, YouTube мне прислал, что на территории России запрещен. Я это выкладывал, все это есть в публичном доступе. В том числе на канале в YouTube есть, в разделе сообщества. Правда, давно это уже было, искать придется. Еще бы 5 Арцуев, все были бы дома в Ичкерии. Не волнуйся, Деон, будет 50 лучших ораторов, дикторов, чем я, Деон. Все беды арабских стран из-за диктатуры. Там эти диктатуры кормят свое население сказками о том, что я беды из-за кафира и яхудов. Да, совершенно верно, демократ. Террор практикуют только террористы. Так что, дамы и господа, подписывайтесь на канал Аслана Арцуев. Господи, благослови Америку и свободы навеки вечной. Ичкерия, слава Украине и Израиль сила, Польша мощь. Адам, отлично, Дэн. Нет, от Аслана мало что зависит. Все зависит от складывающихся обстоятельств в мировом пространстве. Совершенно верно, СЦ. Ситуация зависит. Мы можем только констатировать то, что происходит. Мы можем только констатировать. Но для того, чтобы нас уберечь от чего-то, не то, что нас признают, там, мы деоккупируемся, а для того, чтобы мы могли сформироваться как гражданское общество здесь на Западе и помогать нашим людям дома, нам нужны люди, которые будут независимы, объективны и помогать нашему делу. Я давно смотрю тот канал, тогда еще настроил, как ты сказал. Ясно. А что не писал все это время? И ты, кстати, себя рассекречиваешь, да? Нужны свои политологи, которые участвовали бы на международных конференциях и представляли бы нашу позицию. Совершенно верно, СЦ. Гиус, спасибо. Я читаю с Ютуба. У меня идет и в Ютуб. Добрый вечер. Гиус, добрый вечер. Читаю с Ютуба. Самая главная диктатура это... Ой, ты не прав. Шалом, Алинка, шалом. Да, совершенно верно, Джувиш. Россия боится правды, потому что поэтому блокирует всю информацию, да? Да, сегодня мы нормально побанили этих разных чуваков, дел. Да. Да, Севда, спасибо. Понятие русский демократ не совместим. Они нам такой имидж создают, что врагу не пожелаешь. Они до сих пор здесь ошибаются. Представляют русский... Нас здесь в Америке представляли русский демократ, эксперты по Чечении. Знаете, да, нас вот эти эксперты по Чечении, которые напоминают нам институт изучения еврейского вопроса в 1941 году, вот эти русские специалисты по чеченскому вопросу и правозащитники, нас вот представляют. Я, знаете, чему был удивлен, когда мы, чеченцы, являемся индивидуалистами, каждый чеченец там стремится там к чему-то добиться, там каждый там, и вот эти родоплеменные отношения, которые тоже, ну не родоплеменные, а семейные вот эти связи, которые мы очень ценим, они у нас присутствуют. Но нас на Западе, именно в Америке, нас представляли так, я был удивлен, читая там один документ, что там о нас русские пишут для американцев, что мы являемся вот такими родоплеменного такого состояния народ и так далее. И вот тогда я написал вот этот небольшой свой текст по поводу индивидуализма чеченцев. Именно американцы индивидуалисты. И в этом плане это очень такой, конечно, золотая середина там нужна, чтобы слишком не уходить в этот индивидуализм. И нас везде по-всякому представляют. Как-то я пришел к адвокату здесь, в Германии, и говорю там
что вот у нас проблема, это. И он мне, вот я не знаю, где эти листки, они у меня где-то были, несколько листков мне дал, А4 формата, и там написано, ну, все просто написано. Убийство чести, там женщины как там унижаются, потом какая там медицина, супер медицина, какие оборудования закупает Чеченская Республика. Вот на все случаи жизни, которые вы будете в суде здесь обжаловать, возражать, российское посольство, так называемое посольство фашистской РФ, представляло документы просто в огромном количестве для судей, для юристов, для прокуроров, для миграционных служб. И я понял, какой масштаб работы против нас ведется. И вообще и немцы, и американцы, они нас не знают вообще. Мы абсолютно не те, как нас представляет Россия. И вот ты подтверждаешь это, что вот они приезжают, рассказывают. Например, Бабченко есть такой. 2 раза он воевал у нас дома. Первый раз срочником, второй раз добровольцем. Гранатометчиком поехал. Потом в Грузии воевал. Якобы журналист там был и так далее. Но есть оружие, но есть фотография, где он там с автоматом сидит. И этот Бабченко приезжает в Америку. Там ему дают слово, он там выступает. Там у них свои эти русские так называемые демократы собрались. И он рассказывает, что он был в Чечне, он воевал там, что вот там российский генерал сказал, что от 10 лет до 60 все чеченцы бандиты, их нужно убивать, что там выжигали все, там, 3-е, 10-е, там, и так далее. И, ну, правду говорит, да, правду человек говорит. Потому что и по телевизору их российские генералы и чиновники, там, политики прямо говорили, что есть женщина-чеченка, она родит бандита, ее нужно убить. 10 лет, 60 лет, все бандиты, террористы, убить, короче. Ну, геноцид. Прямо открыто призывали. И он это как бы говорит, ну да, все правильно, все правильно. И он говорит, он знает из-за чего, он же 2 раза у нас там находился, обе войны там был. И говорит, там, сожалеет, там, туда-сюда, там, ну, не там на сцене, а потом он якобы сожалеет. Пускай, конечно, судье и прокурору он доказывает, что он сожалеет или нет. Ну и вот потом он говорит, это Чечня, говорит, это наша ой, извиняюсь, хотел чихнуть. И он говорит, Чечня, наша Чечня, он говорит, наша, их типа, моя Чечня, это какой-то бичак просто вонючего, это моя Чечня, это его, оказывается, по какому-то праву, там бич какой-то, у них раб был, холоп, он пошел, насильно его забрали на войну, отправили на Кавказ, там его наши джигиты подстрелили, или там закололи, в то еще время. И с тех пор вот этот бич, который у себя на родине, он раб, холоп, ничего из себя не представляет, но вот его кровь сделала мою землю, 1000 лет мою землю была, которая моей, сделала его землей. Вот сегодняшнего бича Бабченко или другого Бабченко, который считает мою страну своей. Ну так вот, он говорит, вот наша Чечня, это как ваша. Я писал по этому большой текст, там везде писал, сейчас забыл, какой именно штат. Американцы, наверное, знают, о чем речь. Последний рабовладельческий или самый такой рабовладельческий штат он называет. Массачусетс это был, или ну какой-то на М, по-моему, если я не ошибаюсь, сейчас я забыл это. И я думаю, что же он такое говорит? Вроде такие правильные вещи говорит там и так далее. А его задача повлиять на американскую публику. Ему переводят, он в Нью-Йорке выступает, там, наверное, 100% сидят и американцы в этом зале. Но в основном это русские там эти демократы. Я захожу, изучаю вопрос по этому рабовладельческому штату, самому такому, последнему он был рабовладельческим, он больше всех держался за этих рабов. Этот штат Массачусетс, по-моему, я могу ошибаться, кто помнит, тот скажите мне.
И Миннесота, точно, это была Миннесота СЦ, совершенно верно. Да-да-да, это была Миннесота, точно, на Мэ точно. И Миннесота, совершенно верно. И вот, я думаю, не могу понять, где подвох. Я знаю, что этот преступник, он воевал в моей стране. Второй раз добровольно, первый раз, допустим, насильно его послали. Второй раз там, добровольно гранатометчиком, он там рассказывает, был, убивал чеченцев. Хотя он говорит, я не убивал, я спасал там. Да, Красный Крест такой, да, добровольно гранатометчик. Красный Крест, да. И залазю, изучаю вопрос, и получается Миннесота самый рабовладельческий строй. Ну и все. А для американца это в голове остается. Ну это наш штат, но это же все наше, Америка, Соединенные Штаты, 50 государств, все это общее. А вот Миннесота, она была же рабовладельческая, мы еще со школы это помним, и так далее, и так далее. И вот я тогда там написал кое-какой текст и так далее. Вот такие вот интересные вещи. Спасибо, Гиус, лайки, на здоровье. Вот такие вот были вещи. Так, друзья, мы уже больше 2 часов в эфире, но еще я посижу с вами, хотя надо бы заканчивать. Полина Жеребцова одна из таких экспертов. Если сами чеченцы будут молчать о себе, то будут говорить такие вот, как Полина Малины. Да, Жень, совершенно верно. Полина Жеребцова это Анна Франк. Знаете эту еврейскую девочку, которая жила в Голландии с мамой, которая пока оказалась под нацистской оккупацией, писала, вела дневники, реальная была девочка, которая потом умерла, погибла от голода или там от болезни, умерла она. Потом нашли ее дневники, и эти дневники печатали. Так вот, Полина Жеребцова, для того, чтобы быть Анна Франк, ей нужно было умереть и остаться. А тут выросла целая Кобылова, а не Жеребцова, которая такую ложь льет на чеченский народ. Вот и посмотрите, вот посмотрите, что это, какая ненависть в ней живет, вот в этой Жеребцовой. Просто ненавидит она чеченцев и лжет, и лжет, и лжет, и лжет. Ну, надеюсь, кому-нибудь дойдут руки до нее, чтобы написать на нее заявление, чтобы прекратила она заниматься. Я просто не связываюсь с ней, потому что просто смотрю, пока кто-то другой, может, займется. Так, Деш наш Господи, храни Америку, Израиль, мы с тобой сейчас очень сильно гуляет по соцсетям. Хун сэрдмэш дьешь, пользуясь сегодняшней ситуацией, в Израиле в ход пошел твои лозунги, пошли твои лозунги. Угу. Ну, Акраман, что поделаешь, да? Израиль, мы с тобой, Господи, благослови Америку, я сказал. Да, и я еще сказал, все будет Ичкерия. На этот момент они, наверное, упускают. Так, Бабченко, это который Аркадий, он сейчас Муждабаем топит за Украину. Оба раньше были связаны с русским миром. И сейчас связаны, нисколько не сомневаюсь. Сейчас Муждабаева пытаются некоторые тут обелить. Да? Это такой же, как скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Валейкум салам, Ланленд. Да, Евгения, вообще. Мочит она, конечно, репутационно нас такая женщина, там, родилась в Грозном, вся такая, ну, такая ложь просто откровенная. Давно ее нужно уже приструнить. Да. В рамках закона, конечно же, строго в рамках закона. Наоборот, смотрите, если что-нибудь будет не в рамках закона, это будет на руку фашистской России. Понимаете? Так. Жеребцов это по сути лицо русского народа по отношению к чеченцам. Я имею в виду настолько ненавидят. Да, и знаете, я вам скажу, что Курочкины
такие же, как это Жеребцова, абсолютно лицемерные. И также они ненавидят просто чеченцев. Я вам со всей ответственностью заявляю, да. Анна Франк умерла в концлагере. Да, да, она в концлагере умерла от голода или болезни. Ее тело даже не сразу нашли, а Жеребцова даже очень даже жива и откормилась как буренка на европейских харчах. Да, да. Да, верно, сам, мы-то все помним, и когда и для чего эти лозунги были сказаны. Жеребцова лицедейка лицемерная, которая мимикрирует по обстоятельствам. Да. Так, да. Я нечаянно забанил, и вот я переживаю, да. Человека нечаянно забанил сегодня и обидел его. Ва алейкум ассалам, Чаэр Даймонд. Айсаул. Так, Джамбетов, ты настоящий Джамбетов или ты фейковый, да? Так, так, так. Это тоже правда. Это тоже правда. Ладно, друзья, на этом можно заканчивать наш стрим. Я настоящий. Да нет, это не настоящий, да. От того места я уже уехал лет 30 назад, сейчас уже ближе к тому месту. Ладно, друзья, на этом я свой стрим заканчиваю. Всего самого хорошего вам, друзья. Спасибо, что смотрите, поддерживаете. Я сегодня планировал на чеченском языке провести, но мне нужно было рассказать о успехах нашего президиума. Поэтому я решил вам сказать сегодня и поговорить на русском. Завтра обязательно будем говорить на чеченском языке. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Слава Украине! Все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку. Адикюэль маш аль бюс декалюэль хамза дерез массерна хуйлхуна хуйлх дерез дал сид вайлх шу массера шу дайцаре вай ища царшун вай ом адикюэль маш аль бюс